У апошні час зламиснікі ўсё часцей узламваюць старонкі УКонтакце, Одноклассники і завалодваюць рэквізітамі банкаўскіх плацежных картак, данным доступу до паслуги интернет-банкинг уласнай информацией. Каждый взлом практически сопровождается рассылкой всем родственникам и друзьям примерно однотипных сообщений, что в связи вдруг возникшей необходимостью срочно надо перевести деньги. Вот для этого нужна карточка. Ну и, соответственно, если есть возможность, сфотографируй эту карточку и пришли мне. В дальнейшем с использованием реквизитов этих карт деньги выводятся, ну и, как правило, это вывод осуществляется за пределы республики, ну, как правило, на телефоны Российской Федерации. Параўнальна нядаўна з'явілася і яшчэ адна схема махлярства, якую супрацоўнікі аддзела К управления ўнутраных справ Брэсцкага аблвыканкама умовно называюць шлюбныя махінатары. Как правило, женщинам в возрасте от 40 до 50 лет в друзья включаются или подключаются ветераны, как правило, каких-то боевых действий или в Афганистане, или где-то в других горячих точках мира. И плавно дружеская переписка переходит в любовную. Ну, суть такова, что я устал от войны, я хочу мира и любви. Доверчивые женщины, надеясь, наверное, на перспективу какую-то, международными платежами перечисляют денежные средства. Причем, как правило, сначала это небольшие суммы, но потом предлоги различные возникают. Это и, скажем, там, оплата каких-то штрафов, это аренда машины, там, покупка авиабилета. Раскрываць такія злачынствы вельмі складана. І нават калі яны раскрываюцца з дапамогай супрацоўнікаў Інтэрпола і іншых праваахоўных структур, вернуць фінансавыя сродкі часцей за ўсё ўжо немагчыма. Будьце уважлівымі. В данном случае система, в которой происходит перевод, она никаких, скажем, там, гарантий или возвратов не дает. Деньги адресно уходят получателю, соответственно, система говорит, что свои обязательства она выполнила, деньги не возвращаются. Юрий Петлюр, Роман Филюсич, телерадиокомпания «Брест».